История про приведение здания епархии. Это тоже достаточно старое здание, как и многие, которые мы уже посетили. Еще хотел сказать то, что здесь раньше была анатомка, то есть это было медицинское учреждение, и здесь готовили студентов. Я сам лично в это здание заходил, и здесь действительно были мертвецкие баки на первом этаже, я их лично лицезрел. То есть здание достаточно мрачное, но до этого там была обычная школа в советское время. И говорят, что уже в то время там был полтергейст, то есть привидение, которое двигало предметы, и оно еще хлопало крышками от парт. В те времена парты были все такие вот наклонные и с крышками, потому что там хранились пищи и принадлежности. То есть в более старое время дети писали именно перьями и чернилами. И там были отсеки для хранения этих пищих принадлежностей. И он, получается, крышками вот этих отсеков массово гремел, чем, конечно же, пугал детей. И что было, когда там была анатомка, неизвестно, но студенты, я думаю, народ достаточно циничный. И я думаю, вряд ли там что-то такое прям особенное происходило. Но когда здесь была уже епархия, была уже легенда, я не утверждаю, что это было именно так, но поговаривают, что призрак тоже давал о себе знать, двигал предметы и так далее, и чем пугал как бы работников епархии. Об этом даже говорят, что был разговор во время одной из планерок, и было известно, что один из монахов над этими слухами посмеялся, потому что он сам работал в этом здании, выполнял как бы хозяйственные функции. И после этого вот этот призрак не взлюбил уже самого вот этого монаха. И он начал его самого преследовать, начал выбивать у него из рук швабру, кидаться предметами, топать и так далее. И он, когда здесь ночевал на территории, ему приходилось даже накрываться рясой, чтобы хоть как-то спрятаться от этого привидения. Но опять же, я говорю, это всего лишь легенда. Как было на самом деле, мы не знаем. И это не единственная мистическая история нашего города.